Уникальная научная экспедиция МЧС проходит в эти дни на территории 3 регионов – Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Главная ее цель – испытание спасательной техники в условиях Арктики. 1600 километров северного бездорожья, тяжелый переход через Уральские горы и не менее опасный путь вдоль берега Северного Ледовитого океана. Любовь Лапина продолжит. Бурлаки. Нет, не на Волге, а на бескрайних арктических просторах. Это название отечественного вездехода. Бывает 2 видов – грузопассажирский и экспедиционный. Последний рассчитан на 9 человек, есть и спальные отсеки. А объем топливных баков поражает – до 720 литров. С таким запасом уже не так и страшно отправляться в бескрайнюю снежную пустыню. В уникальную научную экспедицию эти машины как раз и отправляются для того, чтобы показать, насколько сегодня разработки отечественного машиностроения отвечают современным запросам в Арктике. Первое, что мы будем испытывать ежеминутно, это ту технику, которая уже стоит у нас на вооружении МЧС Российской Федерации, а также и перспективную технику. Будем сравнивать их между собой. А какая более эффективна, какая более проходимая, скоростная, какая вмещает в себя наибольшее количество полезного груза, ну и так далее. А кроме этого, все наши спасатели одеты в экспериментальную одежду. Есть одежда, которая уже стоит на вооружении, и также большое количество образцов экспериментальной одежды, именно арктического исполнения. Тоже будем ее использовать и испытывать. Кроме этого, большое количество, вот на выставке это представлено, снаряжение, оборудование для спасательных работ, для поисковых работ. Все это мы будем применять на практике, испытывать в суровых арктических условиях. А это Петрович. Речь не про мужчину на переднем плане, а про здоровяка сзади. Вездеход специально был создан для условий Арктики. Автомобиль без проблем передвигается по бездорожью, может плавать и не боится суровых условий севера. Данная техника предназначена для поиска потерявшихся людей в труднодоступной местности, лесистой, заболоченной, а также в условиях Арктики. Данная техника комплектуется аварийно-спасательным оборудованием, а также оборудованием для поиска людей, потерявшихся в труднодоступной местности. Следом вездеход «Амфибия Русак». С «Зайцем» ничего общего. Машина может использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и рассчитана на эксплуатацию при крайне низких температурах, вплоть до минус 60 градусов. Правда, максимальная скорость – 75 км в час. Больше в условиях Арктики может быть чревато. Машина может перевозить до 3 тонн груза и, соответственно, до 16 человек пассажировместимость. Машина амфибийная, имеет скорость на плаву порядка 6-7 км в час в зависимости от разных внешних условий. Русаки уже используются на Чукотке в республике Саха, Красноярском крае. Пришло время испытать их и на бескрайних снежных просторах в Коми, Нао и Ямале, как и этого исполина. Это специально созданный на базе Урала опытный образец для работы в Арктике. Первый прототип уже участвовал в экспедиции в Якутию. Тогда прошло не все гладко. Нынешний, доработанный, едет в первый раз, пока добирался до Усинска, показал себя хорошо. Не проваливается, не закапывается. То есть вполне достойно себя ведет. Всего в Усинск именно отсюда вся команда отправилась в путь. Прибыло более 2 десятков новейших образцов техники и почти 70 специалистов. Среди них пожарные и спасатели, представители предприятий и разработчиков, научные сотрудники. В состав экипажей вошли и спасатели с юга, которые впервые столкнутся с условиями Арктики. Я вообще не раздумывая согласился, так как для меня это какой-то новый опыт, эмоции, испытать себя в Арктике, вообще понять, на что я способен. Но я думаю, я с этим справлюсь. И посмотреть на профессионалов этого дела, черпать у них какого-то опыта, посмотреть на людей, себя показать. Поэтому вот это я ожидаю от этой поездки. Министерство по чрезвычайным ситуациям впервые проводит экспедицию подобного уровня за последние десятилетия. За 12 суток группа преодолеет 1600 километров. Из них по территории Коми 140. Именно у нас, в Усинске, прошла предстартовая подготовка. Помимо российских разработок представили и спецодежду, и оборудование местного производства. Плащи, гамаши, сани-волокуши и волокуши-носилки, производимые в Сыктывкаре, также отправились на испытания в рамках арктической экспедиции. Сама же Арктика встретила участников экспедиции ярким голубым небом и морозным бездорожьем. Первый же день – отработка взаимодействия экспедиционной группы с аэромобильной группировкой. Спасатели прыгают с парашютом. С борта самолета Ил-76 десантируются 22 человека. Задачу усложняет сильный ветер. На к секрету!
Сбрасывают самолеты и 5 платформ с грузом. Внутри модули средств жизнеобеспечения, емкости с топливом, техника. Все для развертывания аэромобильного госпиталя. Этот этап учений, как сообщает МЧС России, проходит успешно. Группа движется дальше. День третий, 135 километров от Эдинки до вахтового поселка Варандей. Путь проходит по технологическим зимникам недропользователей. Перед участниками новые водные. Накануне в суровых условиях группа уже ликвидировала последствия условного ДТП с участием вездехода и снегохода. Участники экспедиции потушили возгорание, деблокировали пострадавших, оказали им медицинскую помощь. Кто бы мог подумать, что во время экспедиции помощь придется оказывать и реальную. По пути на Варандей нам попался КАМАЗ на обочине дороги, которого снесло, стянуло, закопался. В общем, повяз в снежной рутине. Мы, конечно же, не сможем его здесь оставить. Будем сейчас принимать все силы для того, чтобы его оттуда вытащить. И вытащили, хоть и с трудом. Вес КАМАЗа вместе с грузом 30 тонн. Ну танк реальная мощь. Не то, что их вытащим. Мы их напоили, накормили, дали сухпаи. И без помощи они в любом случае не остались. Сильно удивились от того, что так много МЧС прибыло к вам на помощь. Да, что у вас какое-то случайное какие-то. Все ради вас ехали через пургу, снег, только чтобы вам помочь. От Варандея дальше до вахтового поселка Лобоганская. Участникам предстоит отработать новые водные и испытать образцы специальной техники, в частности, георадаров. Они позволяют проводить поисковые работы в толще снега. Финиширует экспедиция 7 апреля. К этой дате спасатели должны добраться до Салихарда.